Эта постановка знаменитой лирико-эпической поэмы «Козьяш-Дивар. Стена слез» поэта Эшрефа Шемизаде. Литературные критики назвали ее энциклопедией крымско-татарского языка. Вся красота родной речи собрана в одном произведении. Песни, стихотворения, театральные постановки. Так в 42-й школе проходит вечер памяти великого крымско-татарского поэта Эшрефа Шемизаде. Это учебное заведение носит его имя. Еще в далеком 1997 году было принято решение, что именно в столице Крыма школа должна быть названа в честь классика. Мы очень рады и горды, что мы носим имени Эшрефа Шемизаде, и мы также развиваем и стараемся развивать культуру крымско-татарского языка. Боролся за судьбу нашего народа, чтобы процветал наш народ. И прежде всего мы его сейчас вспоминаем как очень талантливого крымско-татарского писателя. Крымско-татарская писательница Урия Эдемова рассказала детям, каким был поэт в жизни. В первую очередь он запомнился ей как автор высокохудожественных произведений. Он был очень образованным, обладал глубокими знаниями, имел хорошую память, многие вещи помнил наизусть. Например, помнил на память, что было написано в больших энциклопедиях. Эшреф Шемизаде родился в Евпатории в 1908 году. Работал редактором молодежного журнала «Козьяйдын. Радостная весть». Участвовал в переходе крымско-татарской письменности с арабского алфавита на латинский. Даже попал в большую советскую энциклопедию. Мы хотим, чтобы ученики не просто знали, что школа носит имя Эшрефа Шемизаде, но и кем он был. Именно с этой целью мы сегодня пригласили людей, которые были знакомы с поэтом. В 1938 году поэт попал под репрессии. Лагеря, гонения и жизнь в ссылке. Даже статью из энциклопедии удалили. 8 лет провел в тюрьмах и сталинских лагерях за борьбу за крымско-татарский народ. О жизни великого поэта из Москвы приехал рассказать сын классика Айдын Шемизаде. Мне очень жаль, что мой отец так и не увидел, как наш народ возвращается на родину. Это самая моя большая боль. Конечно, он знал, верил, что все мы вернемся в Крым, но сам до этого не дожил. Эшреф Шемизаде не только творил сам, но и воспитал целую плеяду поэтов и писателей. Бессмертные произведения поэта и сейчас служат делу возрождения и развития крымско-татарской культуры. Айша Шулакова, Эрвин Амиралиев, телеканал «Миллет».